Здравствуйте, в эфире выпуск новостей на телеканале Челны ТВ. В студии Фархат Иванов. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. Хлеба хватит всем. Тукаевский район бьет рекорды по сбору зерновых. Медпомощь станет ближе. В 71-м микрорайоне готовится к открытию фельдшерско-акушерский пункт. Ремонт стартовал, лавочки пропали. Возле дома 421 Нового города убрали все скамейки. Хлеба будет много. В Тукаевском районе в этом году собрали рекордный урожай зерновых культур. Лидером является производственный кооператив «Ирик». С 1 гектара удалось получить более 80 центнеров ячменя и яровой пшеницы. Съемочная группа телеканала Челны ТВ отправилась в село Саитово. Хлебороб Рустам Хазиев рассказал о секретах успеха. Аграрий Рустам Хазиев в этом году собрал рекордный урожай – 82 центнера с гектара. Это самые высокие показатели в Республике Татарстан по сбору зерновых. И это несмотря на то, что в этом году он начал засеивать поля даже позже обычного. Потому что, как вы помните, весна у нас была достаточно холодной и дождливой. Показатели выше прошлогодних практически в 2 раза. Против 46 центнеров с гектара. Земля сама подскажет, когда можно будет проводить посевные работы. Можно без опаски засеивать хоть до середины июня, так говорит хлебороб. Несмотря на то, что поля Рустама Хазиева находятся в болотистой местности, схожесть ячменя и яровой пшеницы высокая. На протяжении более 30 лет аграрий вносит существенный вклад в республиканский каравай. Открывается небо. Можно заехать в поле. Мы сразу старались заехать вовремя, все агротехнические сроки старались соблюдать. Благодаря этому, наверное, очень у нас хороший урожай был. У нас много, на один комбайн нагрузка приходится 200 гектаров. В общей сложности около 9 тысяч тонн зерновых. Сбор урожая шел медленно и тщательно, чтобы ни один колосок не остался в поле. Все до последнего зерна. Семена идут на продажу в села и районы Татарстана, Башкортостана, Оренбургской, Самарской областей. В этом году богатым выдался и урожай кукурузы. Сбор початков в самом разгаре. В этом году вообще кукуруза хороший урожай дал. И початки большие. А чтобы добиться таких результатов, важен и труд сотрудников, и современная техника. И, конечно, большой опыт. Вот и весь секрет, считает аграрий. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости Челны ТВ. Пообедал в школьной столовой, вспомнил студенческие годы. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев без предупреждения посетил столовую одного из образовательных учреждений. В меню были макароны, тефтели, огурец, хлеб и чай с сахаром. Нареканий у градоначальника не было. Вопрос о качестве питания учеников не остался в стороне во время совещания с хозяйственными руководителями. Вкусно? Да! Кормят хорошо здесь? Да! В минувшую пятницу мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетил столовую школы номер 37. Он решил проверить качество питания учеников. Об этом городоначальник рассказал во время делового понедельника. По его словам, следует организовывать внеплановые проверки. Мы за 5 минут приехали, примерно сориентировались, в какое время будет организован обед для учеников 3-х классов. Вместе с ними и перекусили. Такие... Наряду с плановыми проверками, я думаю, что внезапные проверки со стороны и вашей, и родительской общественности должны быть. Порядок должен быть идеальным. Как отметил мэр, он к этому не призывает, а требует. Надо обращать внимание на заявления родителей. Если есть вопрос, то должно быть и решение. Главный санврач сообщил, специалисты проводят проверки школьного питания. Правда, пока только плановые. Продолжается работа по организации питания в начальных классах образовательных учреждений с отбором и исследованием проб готовых блюд. Большинство образовательных учреждений обеспечиваются продуктами от предприятий школьного питания. Их специалисты также составляют меню на 12 дней вперед. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости Челны ТВ. В Набережных Челнах впервые пройдет фестиваль легкой промышленности, принять участие в котором могут как предприниматели, так и самозанятые. Хотя без трудностей не обходится. Так, ранее в Россию фурнитуру и сырье для производства тканей привозили из ряда европейских стран. Сейчас поставки прекратились. О том, как обстоят дела с импортозамещением и что делать с нехваткой кадров на швейном производстве, расскажет Христина Балабанова. Среди
среди вот этих вот тканей, машинок многочисленных мы так и полюбили это дело. А полюбила это дело Лилия Романова еще в детстве, поэтому, повзрослев, открыла собственное производство. Девушка отмечает, что введенные западные санкции не нанесли серьезного удара по бизнесу. Ассортимент тканей практически не изменился, разве что произошло незначительное увеличение цен на материалы. Мы не чувствуем никакого напряга, ничего не поменялось на самом деле. Ткани, которые мы закупали, все то же самое мы закупаем. Цены остались, по-моему, прежними. Цены поднялись на самом деле. Да, на что-то такое популярное цены поднялись, но и на фурнитуру цены поднялись. Но мы стараемся на свои изделия не поднимать цены. Но предприниматели столкнулись с другой проблемой. Не хватает профессиональных швей и конструкторов. И в такой непростой ситуации оказались и другие представители легкой промышленности. Наблюдается кадровый дефицит. Организаторы рассчитывают, что с помощью фестиваля получится устранить этот пробел. Цель фестиваля, конечно же, показать, что можно сшить, как можно сшить, что это можно сделать индивидуально, это можно сделать очень качественно, это можно сделать очень модно и стильно. Принять участие в фестивале смогут не только предприниматели, но и самозанятые. Он пройдет 18 сентября. Христина Балабанова, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. Медпомощь станет ближе. В 71-м микрорайоне готовится к открытию фельдшерско-акушерский пункт. Напомним, будущий объект станет новым структурным подразделением поликлиники номер 7. Лилия Гатина продолжит тему. Буквально 2-3 месяца назад за моей спиной находился пустырь, а уже сейчас в 71-м микрорайоне Залесной есть свой ФАП. На объекте уже завершили строительно-монтажные работы, также выполнили внутреннюю отделку помещения. Сейчас остается благоустроить территорию и подсоединиться к инженерным сетям. Новое медучреждение появилось в рамках национального проекта здравоохранения. На строительство модульного ФАПа из федерального бюджета выделено более 8 миллионов рублей. Жители 71-го микрорайона очень ждали этот медпункт, который не только разгрузит городские больницы, но и облегчит жизнь пациентам. Мы получили оборудование и мебель согласно стандарту оснащения. Благодаря новому оборудованию медучреждение станет возможным проводить анализы, выполнять медицинские манипуляции, вакцинацию, первый этап диспансеризации, проводить ЭКГ. Обслуживать будем 71-й микрорайон. Объект готов почти на 90%. Сдача ФАПа в эксплуатацию запланирована на 4-й квартал этого года. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. К другим темам. Серьезная авария с участием 5 машин произошла на пересечении проспектов Мира и Автозаводский в районе остановки ДК КАМАЗ. Очевидцы предположили, что одному из водителей стало плохо, поэтому и случилась авария. По словам свидетелей, при повороте на Автозаводский проспект первый в колонне автолюбитель не справился с управлением. К счастью, в ДТП пострадали только машины. Мы стояли на повороте, тут 4 машины впереди, и сзади в нас Toyota въехала. Там человек, видать, с больницы ехал, состояние не очень было у него. Не видел машин. И вот так вот гармошкой собрал. И мне досталось их больше. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 12 по 17 сентября. ТЦ «Грин», первый этаж. Фестиваль молодого меда «Пасека Пегановых» с 5 по 18 сентября в ДК КАМАЗ «Набережные Челны». При покупке 1 килограмма сортового меда 1 килограмм цветочного меда в подарок. Требуются уборщики и дворники. Зарплата 66 тысяч рублей. Телефон 8 916 598 64 90. В рамках фестиваля легкой промышленности 18 сентября Центр занятости проводит ярмарку вакансий по профессиям. Швея, швея-технолог, закройщик, раскройщик, конструктор одежды, дизайнер-модельер, портной. Место проведения – площадь Азатлык, 11 часов. Вы смотрите новости на Челны ТВ, и мы продолжаем.
Спонсор нашего выпуска новостей – публичное акционерное общество «Акбарсбанк». Решили открыть вклад, но не знаете, кому доверить свои сбережения? «Акбарсбанк» запустил выгодную акцию для своих клиентов. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. В течение дня в нашу редакцию поступило несколько народных новостей. В частности, жители дома 5626 жалуются на уборку в подъездах. Возле многоэтажки 4714 просят убрать скамейки. Возле подъездов шумно и часто собираются любители выпить. А жильцы дома 421, наоборот, недовольны отсутствием скамеек. Нет и урн, жалуются челнинцы. На место выехала Христина Балабанова. Раньше урны были возле каждого подъезда, вспоминает Владислав Ихсанов. Не все готовы нести мусор контейнером, а убирать придется дворнику. Кроме того, недавно возле подъездов исчезли и скамейки. В доме много пенсионеров, а присесть теперь некуда, возмущается мужчина. Убрали мусорки, убрали скамейки, хотя бы предупредили, насколько убирают, когда поставят новые. Во дворе дома 4/21 проводится реконструкция в рамках республиканской программы «Наш двор». Жители предположили, что на место старых скамеек и урн им установят новые. Скамейки ни с того ни с сего сразу убрали. А с чего? Даже никого ничего не спросили. Ни мусорки, ни скамейки. Выйдешь, сесть некуда. По словам челнинцам, управляющей компании им не могут ответить на вопрос, когда скамейки вновь появятся возле подъездов. Представители республиканской программы «Наш двор» просят челнинцев немного подождать. Благоустройство еще не завершено. Во дворе дома 421 работы по программе «Наш двор» еще идут. Мы планируем завершить их к 20 сентября. Лавочки и урны в спецификации есть. Они на территории двора обязательно появятся. Напомню, ремонтные работы в рамках республиканской программы в Набережных Челнах стартовали еще в апреле. В списки попали 119 дворов. Христина Балабанова, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. Пришли словно незваные гости, заселились в квартиры, будто хозяева. В доме 5004 наблюдается нашествие тараканов. Об этом съемочной группе телеканала Челны ТВ рассказали местные жильцы. По их словам, коммунальщики бездействуют, в то время как полчища насекомых лезут отовсюду. В проблеме попыталась разобраться Резида Шаймарданова. Вот так открыла шкафчик, и у меня 2 таракана упало в шкафчик. Прям живые были. Вот откуда, у меня дома никогда тараканов не было. Тараканы везде, и в подъезде, и в квартирах. Бороться с ними жители дома 5004 устали, а коммунальщики никаких мер не предпринимают, жалуются челнинцы. В этом году 2 уже поймала. Так что вот, надо что-то делать. А ЖЭК что думает? А ЖЭК ничего не говорит. До нашего ЖЭКа вообще трудно дозвониться. Переехали мы сюда относительно недавно, весной этого года. И когда переехали, от тараканов как бы следа особо не было. Были только какие-то мелкие намеки. Провели легкую дезинсекцию, но это не помогло. То есть сейчас уже близится осень, холода, и, соответственно, тараканы лезут в дом. В ЖЭК обращаться пробовали, они делали так называемые дезинсекции, то есть вешали объявления и обрабатывали только подвал, из которого шел запах, и тараканы, соответственно, лезли наверх. В управляющей компании уверяют, работы по дезинсекции проводятся. По дополнительным обращениям жителей проводится дополнительная обработка. Именно по этому дому подвал, мусорокамеры, мусороствол будет обработан завтра, 14 сентября. Также в управляющей компании пояснили, раз в месяц приглашаются специалисты. Они проводят дезинсекцию, но только мест общего пользования, а именно подвалов, мусоропроводов. Резида Шаймарданова, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ. Пока родители отдыхают и наслаждаются спектаклем, дети развиваются. В Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова стартовал новый проект «Семья-театр». Подробнее в материале Лилии Гатиной. Альбина Иванова о новом проекте услышала по радио о том, что, придя в театр, она сможет отдохнуть, а дети развлекаться с аниматорами и мечтать не могла. Челнинка, не теряя времени, сразу же приобрела билеты и приехала на спектакль всей семьей. Дети, как узнали про это, сразу с удовольствием согласились. Поэтому, я думаю, это очень хорошая возможность вообще родителям приходить в театр, и при этом и дети заняты, и родители получают удовольствие. Новый проект «Семья-театр»
театр зародился не просто так, рассказал Расим Хафизов. По словам директора Татарского драматического театра, многие челнинцы хотят посмотреть спектакли, но с маленькими детьми не всегда получается выбраться из дома. А благодаря новому проекту каждое посещение театра – одно удовольствие. Родители приходят с детьми. Сами родители уходят на спектакль, а детей оставляют нам в коворкинг-зону. Мы с ними там проводим мастер-классы, делаем классную интересную анимацию во время спектакля. Спектакль заканчивается, родители забирают своих детей, счастливые, радостные, уходят домой с родителями, с дедушками, с бабушками. Планируется, что проект «Семья театра» будет проходить раз в месяц. Детям будут проводить различные мастер-классы, развлекательные программы от аниматоров и многое другое. Мы сегодня с ними учимся культурным манерам, вместе играем, веселимся, танцуем, также рисуем. Пока в это время их родители находятся на представлении. Дети спокойно с нами играют и веселятся. О проведении дня «Семья театра» можно будет узнать в социальных сетях театра. Проект проводится абсолютно бесплатно. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей. Новости Челны ТВ. Футбольный клуб «КамАЗ» прервал беспроигрышную серию. Это первое поражение дружины Кланцака в этом сезоне. Поражение челнинцы потерпели от Алании. Счет встречи 4-2 в пользу владикавказцев. Подробности в нашем материале. В первом тайме футбольный клуб «КамАЗ» создавал немало опасных моментов, но вот реализовать их не удавалось. А соперник ошибок не прощает. Алания забивает 2 гола. В перерыве поговорили, но вышли опять не собранные. Третий мяч, который пропустили опять с нашего стандартного, так не должны пропускать. Провели 3 замены, хорошо отреагировали и быстро забили 2 мяча. Можно так сказать, появилась надежда. Но как появилась надежда, так она и пропала. Как отметил главный тренер футбольного клуба «КамАЗ», ошибка в обороне стоила им победы. Игроки Алании отправляют в ворота челнинцев 4-й мяч. Ситуация такая, что на такие команды, как «КамАЗ», этот самый «Рубин», которые мы понимаем, что они как бы вверху турнирной таблицы, просто даже тяжело настраивать, мотивировать. Они мотивированно вышли сегодня, сумасшедшие ребята, сумасшедшая мотивация была, только победа. Следующая игра у футбольного клуба «КамАЗ» состоится 18 сентября. Их соперником станет «Динамо» из Махачкалы. Эльмира Гайнудинова, новости Челны ТВ. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Впереди вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. На этом у меня все. Оставайтесь на нашем телеканале.